Здравствуйте, уважаемые телезрители, радиослушатели. Позвольте мне рассказать от имени Открытого акционерного общества РСК Банк информацию о текущей деятельности банка, связанной с пандемией COVID-19, также об основных условиях проекта финансирования субъектов предпринимательства. На сегодняшний день все региональные отделения банка продолжают работать в штатном режиме. Работают 52 филиала, 134 точек обслуживания, также 18 точек, работающих без выходных и по продленному графику. В то же время банк ежегодно участвует в реализации льготных государственных программ льготного финансирования, направленных на развитие приоритетных отраслей экономики. Несмотря на ограничения в связи с пандемией COVID-19, проект финансирования сельского хозяйства 8 реализуется активными темпами. Стоит отметить, что банк сохранил темп и объем кредитования по данному проекту на уровне прошлого года. В рамках данного проекта фермеры, также субъекты агробизнеса могут получить льготные финансовые средства на льготных условиях на проведение весенне-полевых работ, на проведение агротехнических мероприятий, также, в общем, на развитие своего бизнеса. В связи с пандемией коронавируса банк продолжает принимать заявления от заемщиков, заявления, связанные с просьбой о предоставлении льгот по кредитам. По сегодняшний день заявки в количестве 2699 кредитам на общую сумму 3,5 миллиарда сомов были удовлетворены. Стоит отметить, что в случае, если клиент не может приехать в отделение банка, то у него есть возможность отправки своего обращения, заявления посредством электронной почты, посредством социальных сетей, таких как WhatsApp, Telegram. Такие заявления в обязательном порядке банком будут рассмотрены. Также стоит отметить, погашение кредита можно производить, не выходя из дома, посредством мобильного приложения РСК-24, которое позволяет нашим заемщикам оплачивать не только кредиты, но и другие платежи. Это коммунальные услуги, это налоговые платежи, это может быть штрафы за нарушение ПДД. Итого количество услуг превышает более 400. Банком утвержден новый кредитный продукт на основе постановления правительства от 9 июня за номером 315, собственный кредитный продукт. Целью данного государственного проекта финансирования субъекта предпринимательства является оказание поддержки мелким кредита до 12 месяцев. Процентная ставка составляет от 4% до 11%, и при этом максимальная сумма на одного субъекта, на одного заемщика составляет 30 миллионов сомов. Также возможно частичное рефинансирование задолженности заемщиков. Как я уже отметил, условия кредитования зависят от целей кредитов. Позвольте остановиться тогда на каждом категории отдельно. Первое. По кредитам, целью которой является приобретение, обновление, модернизация и расширение основных средств, кредиты будут предоставляться сроком до 5 лет с максимальной суммой 30 миллионов сомов под 6% годовых. Вторая категория – это для тех, кто планирует закуп сырья для производства, для покупки комплектующих и запасных частей для оборудования и спецтехники. Для данной категории предусмотрены кредиты до 20 миллионов сомов сроком до 3 лет и под 10% годовых. Третье направление – это субъекты, применяющие компоненты цифровизации на налоговых процедур, вне зависимости от цели кредитования. По данной категории максимальная сумма кредита составляет 10 миллионов сомов, срок кредита 3 года, льготный период до 12 месяцев, под 4% годовых. Также
Для субъектов данной категории предусмотрен льготный период по процентам сроком до 1 года. Четвертая категория – это для промышленных, обрабатывающих и перерабатывающих предприятий, обращающихся за рефинансированием действующих кредитов, предусмотрены кредиты, максимальная сумма, которая составляет 20 миллионов сомов, сроком до 3 лет, с льготным периодом до 12 месяцев и под 11% годовых. Последняя категория – это проекты, предусмотрено микрокредитование. Кредиты будут выдаваться на беззалоговой основе с максимальной суммой до 150 тысяч сомов по 14% годовых. Имеется возможность получить льготный период до 3 месяцев. И данный продукт будет доступен во всех региональных филиалах, включая филиалов, которые находятся в городе Бишкек и Ош.